Заключенный номер 45873, Волков Степан Михайлович, вам корреспонденция!» — крикнул надзиратель, швыряя мне пожелтевший конверт через решетку. После 25 лет я все еще остаюсь просто номером в этом бетонном аду. Я сразу узнал почерк. Это был Михаил, мой сын. Тот самый, который отправил меня в это место. Тот самый, который свидетельствовал против меня в суде, утверждая, что я украл материалы и деньги из строительной компании «Строймонтаж», где мы оба работали. Тот самый человек, ради которого я пожертвовал всем, даже собственными обедами, чтобы он мог учиться. И теперь, после 5 лет молчания, он решил снова появиться в моей жизни. Прежде чем продолжить мою историю, прошу поставить лайк, подписаться на канал и написать в комментариях, откуда вы смотрите. После 25 лет в тюрьме ваша поддержка много для меня значит. Дрожащие руки открыли конверт, пока я сидел на краю металлической койки, которая была моей спутницей четверть века. Тонкий матрас уже принял форму моего тела как постоянное напоминание о том, что это место стало моим домом по принуждению. «Отец», — начиналось письмо, — «есть кое-что, что ты должен знать. Артем, твой внук, хочет с тобой познакомиться. Ему 15 лет, и у него много вопросов. Я сказал ему, что ты в тюрьме по ошибке, за мелкую кражу. Он не знает всей правды». Сердце забилось, как бешеное. Внук. Я никогда не знал, что у Михаила есть сын. 25 лет — это целая жизнь пропустить в чьей-то биографии. 25 лет — это целая украденная жизнь из-за предательства собственного сына. Мальчик настаивает. Я подумал, что ты мог бы ему написать, но только при условии, что будешь придерживаться той версии, которую я ему рассказал. Так будет лучше для всех. Я сжал письмо в кулаке от ярости. Даже сейчас Михаил продолжал контролировать ситуацию, продолжал лгать миру о том, кто на самом деле был вором. Он, который присвоил 3 миллиона рублей, предназначенных для покупки строительных материалов. Он, который подделал мою подпись на документах. Он, который подбросил улики в наш маленький дом. Тот самый, который я построил своими руками кирпич за кирпичом за 20 лет честной работы. «Волков, все в порядке?» — спросил Семенов, старший надзиратель. Один из немногих, кто относился ко мне как к человеку, а не как к отбросам. Ему было 58 лет, и он работал здесь почти столько же, сколько я сидел в тюрьме. Мой сын написал мне. «У меня есть внук», — ответил я дрожащим голосом. «Ну, это хорошая новость», — сказал Семенов, подойдя к решетке. «А почему ты выглядишь таким расстроенным?» Я пристально посмотрел на Семенова. За все эти годы я никому в тюрьме не рассказывал полную правду. Все считали меня виновным, как и остальные. Какой смысл был защищать свою невиновность? Первые годы я пытался. Кричал о своей правде всем, кто хотел слушать, но получал только побои и одиночные камеры. «Потому что этот мальчик верит в ложь», — ответил я наконец. «Он считает, что его отец честный человек, а дедушка — вор, когда правда прямо противоположная». Семенов посмотрел на меня с любопытством. Наверное, он слышал тысячи подобных историй от заключенных, клявшихся в своей невиновности. Мой сын Михаил украл 3 миллиона рублей из строительной компании, где мы работали.
продолжил я, чувствуя, что пришло время кому-то еще узнать мою историю. Он подделал документы, подбросил улики в наш дом и обвинил меня. Мне было 42 года тогда. Сейчас мне 67, и я все еще здесь. А он все эти годы наслаждался моими деньгами, моим домом и вырастил сына, который даже не знает о моем существовании. «И ты никогда не мог этого доказать?» — спросил Семенов, теперь явно заинтересованный. «Как я мог?» Это было его слово против моего. А у него было образование, связи, он умел хорошо говорить. Я был просто строителем с незаконченным средним образованием. К тому же улики казались очевидными. Деньги нашли под полом в моей комнате, моя подпись была на документах, и Михаил плакал перед судьей, говоря, что чувствует себя преданным собственным отцом. Тишина окутала нас. Вдали слышались обычные тюремные крики. Но в нашем коридоре на мгновение существовали только Семенов, я и правда, которую я хранил так долго. «Моя жена Марина умерла 20 лет назад, веря, что я вор», — добавил я с горечью. Она никогда не хотела меня навещать. Ушла в могилу, думая, что я выбросил 30 лет брака из-за жадности. Семенов задумчиво почесал подбородок. «Знаешь, Волков, мой зять — адвокат. Не из дорогих, но знает свое дело. Может быть, ты мог бы с ним поговорить?» Я горько засмеялся. После 25 лет сроки для апелляции истекли много лет назад. К тому же, какие новые доказательства я мог бы представить сейчас? Не знаю, но мальчик, твой внук, заслуживает знать правду, не так ли? Его слова ударили меня как молот. Артем, мой внук, 15-летний парень, живущий в обмане, восхищающийся отцом-вором и предателем. Мальчик, который может пойти по стопам Михаила, если никто не вмешается. «Как зовут твоего зятя?» — наконец спросил я, чувствуя, как после 25 лет темноты зажигается маленькая искра надежды. «Глеб Борисович Владимиров», — ответил Семенов. «Я поговорю с ним сегодня вечером». В тот же вечер, сидя за металлическим столом в общей столовой, я начал писать письмо. Не Михаилу, а Артему, моему внуку, моей крови, мальчику, который мог стать моим спасением или последним гвоздем в этом бетонно-железном гробу, который был моей жизнью четверть века. «Дорогой Артем», — писал я неуклюжим почерком человека, который научился писать уже взрослым, — «я твой дедушка Степан. Мне многое нужно тебе рассказать, но сначала хочу узнать о тебе. Что тебе нравится делать? Как дела в школе? Твой отец сказал мне, что ты хочешь со мной познакомиться, и ничто не могло бы сделать меня счастливее». Я остановился, сомневаясь, продолжать ли фарс, который создал Михаил, или начать сеять семена правды. Решил, что пока буду играть по его правилам. Мне нужно было сначала завоевать доверие мальчика. 3 дня спустя меня посетил адвокат Владимиров. Это был невысокий мужчина в толстых очках с серьезным выражением лица. Он смотрел на меня оценивающе, пока мы сидели в комнате для свиданий. «Мой зять Семенов рассказал мне о вашем деле», — сказал он без обиняков. «Должен быть честным, гражданин Волков, после такого времени шансы пересмотреть ваше дело почти нулевые». «Я знаю», — ответил я, — «но хочу попытаться. Не только ради себя, но и ради внука. Не хочу, чтобы он рос, восхищаясь вором». Владимиров кивнул,
Достал блокнот и начал делать записи, пока я рассказывал ему все заново. Как Михаил начал работать со мной в строительной компании, как быстро продвинулся благодаря своему образованию, как завоевал доверие владельца, господина Маркелова, и как в итоге исчезли деньги, предназначенные для самого большого проекта, который у нас был. «Были ли свидетели, которые могли подтвердить вашу версию?» — спросил Владимиров. «Да, Зинаида Петровна Киршина, моя соседка. Она видела, как Михаил пришел домой с чемоданом в ночь перед моим арестом. Но когда она попыталась дать показания, Михаил уже убедил ее, что я занимался темными делами. Сказал ей, что чемодан содержал инструменты, которые он купил за границей. И эта Зинаида Петровна еще жива? Не знаю. Уже много лет я ничего не знаю о своем старом районе. Владимиров закрыл блокнот. «Я буду расследовать, гражданин Волков. Ничего не обещаю. Но есть современные криминалистические методы, которые могли бы нам помочь, если удастся получить доступ к оригинальным документам. Подделки сейчас можно обнаружить методами, которых не существовало 25 лет назад. Впервые за долгое время я почувствовал, как сердце бьется с чем-то похожим на надежду. Но я знал, что должен быть осторожен. Разбитые надежды болят больше, чем отсутствие надежды вообще. «Есть еще кое-что, что вы должны знать», — добавил я. Михаил написал мне, прося поддерживать его версию истории перед Артемом. Говорит, что рассказал ему, что я здесь по ошибке, за мелкую кражу. Владимиров нахмурился. Это может усложнить дело. Если мы решим действовать, в какой-то момент нам придется противостоять вашему сыну, и мальчик узнает все. «Я знаю», — ответил я с сожалением. «Но я уже потерял 25 лет своей жизни, защищая ложь. Не потеряю и оставшиеся годы». В ту ночь, в одиночестве своей камеры, я перечитывал письмо Михаила. В его внезапном интересе к тому, чтобы связать меня с Артемом, было что-то странное. За 25 лет Михаил навещал меня едва ли дюжину раз, и всегда только для того, чтобы убедиться, что я продолжаю придерживаться его версии событий. Почему сейчас? Что изменилось? Ответ пришел неделю спустя, когда я получил первое письмо от Артема. Продолжение следует. Часть 2. Дорогой дедушка. Начиналось письмо аккуратным, ровным почерком, очень отличавшимся от моего. Я очень рад, что наконец могу тебе написать. Папа никогда раньше не разрешал, но теперь, когда я исследую нашу семейную историю для школьного проекта, ему пришлось уступить. Школьный проект. Вот и ответ. Михаил не хотел нас знакомить. Его заставили обстоятельства. У меня много вопросов о тебе и о том, что произошло. Папа говорит только, что ты совершил ошибку, взял что-то чужое, и поэтому ты там. Но учительница попросила нас детально исследовать семейные истории, и мне нужно знать больше. Сердце забилось чаще. Этот школьный проект мог стать возможностью, которую я ждал 25 лет, возможностью для кого-то покопаться в правде. Я также разговаривал с Зинаидой Петровной Киршиной, продолжалось письмо. Ты ее помнишь? Она живет в 3 домах от нашего. Она рассказала мне истории о тебе, о том, как ты строил наш дом кирпич за кирпичом. Говорит, что ты был самым трудолюбивым человеком в районе. Зинаида Петровна Киршина. Она была жива,
и, похоже, уже не верила версии Михаила. Самая важная часть головоломки снова была в игре. «Мне бы хотелось тебя навестить, дедушка. Хочу познакомиться с тобой лично. Папа говорит, что это пока невозможно, но у меня есть предчувствие, что он скрывает от меня что-то важное. А ты что думаешь?» Я закончил читать письмо со слезами на глазах. Артем был не просто любым мальчиком. Он был проницательным, любопытным и, главное, обладал врожденным чувством справедливости. Мой внук, моя кровь. В ту ночь, вместо того, чтобы отвечать на письмо Артема, я написал Зинаиде Петровне Киршиной. Если она разговаривала с моим внуком, возможно, теперь она была готова выслушать мою версию событий, вспомнить то, что действительно видела той ночью 25 лет назад. Возможно, наконец, правда получила шанс. «Гасите свет, Волков», — приказал дежурный надзиратель. «Пора спать». Я послушался, спрятав недописанное письмо под матрас. Завтра закончу и отправлю с помощью Семенова. Впервые за 25 лет я лег спать с планом, с ясной целью. Михаил украл у меня свободу, деньги, репутацию и семью. Но я не позволю ему украсть и моего внука. Не теперь, когда у меня, наконец, появился шанс очистить свое имя и вернуть хотя бы фрагмент жизни, которая была у меня отнята. Пока я смотрел на потолок своей камеры в темноте, одна фраза звучала в моей голове. 25 лет — это долго, но не слишком долго для того, чтобы правда вышла на свет. Не слишком долго для того, чтобы справедливость, наконец, пришла в мою жизнь. Прошли 2 недели, прежде чем я получил ответ от Зинаиды Петровны Киршиной. За это время мой разум метался между надеждой и страхом. А что, если Михаил узнает, что я пытаюсь с ней связаться? А что, если она все еще верит его версии? Конверт пришел во вторник утром. Семенов передал его мне с сообщнической улыбкой. «Кажется, у тебя есть поклонница Волков», — пошутил он, передавая письмо через решетку. Дрожащие руки едва могли удержать бумагу. Аккуратный, ровный почерк, типичный для пенсионерки-учительницы вроде Зинаиды Петровны, мгновенно перенес меня в другую эпоху, когда мы были соседями, когда я был свободным человеком. «Уважаемый Степан Михайлович», — начиналось письмо, — «твое письмо оставило меня без слов. Все эти годы я верила версии Михаила, но всегда было что-то, что меня в его истории не устраивало. Теперь, когда я познакомилась с твоим внуком Артемом, сомнения вернулись с новой силой. Сердце подскочило. Зинаида Петровна сомневалась. Это было больше, чем я надеялся. Мальчик необыкновенный, Степан. У него твой взгляд, та самая манера внимательно все наблюдать, не упускать ни одной детали. И он задает вопросы. Много вопросов, которых Михаил избегает. Я улыбнулся, представляя своего внука с моими глазами, с моим любопытством. Артем приходил ко мне месяц назад с вопросами о тебе для школьного проекта. Я поняла, что Михаил рассказал ему очень разбавленную версию произошедшего. Сказал ему, что ты украл строительные материалы, а не 3 миллиона рублей. Заставил его поверить, что ты отбываешь непропорциональное наказание за мелкое преступление. Я сжал кулаки. Типично для Михаила всегда манипулировать правдой под свои нужды. Но что действительно заставило меня усомниться, произошло потом. Артем спросил меня о ночи перед твоим арестом. Хотел знать, помню ли я что-нибудь необычное. И тогда я вспомнила чемодан. Степан. Тот большой чемодан, который Михаил нес, когда пришел в твой дом той ночью.
Помню, как он его берег, как не выпускал из рук ни на мгновение. Дыхание участилось. Тот чемодан, который, вероятно, содержал украденные деньги, прежде чем Михаил спрятал их под полом в моей комнате, чтобы подставить меня. Я рассказала Артему о чемодане, ничего не подразумевая, просто как деталь, которую помнила. Выражение его лица изменилось. Он сказал мне, что отец рассказывал ему, что это ты пришел той ночью с подозрительной сумкой, что ты вел себя странно. Понимаешь, Степан? Михаил перевернул историю. Поставил тебя на свое место. Я закрыл глаза, пытаясь сдержать ярость, которая охватила меня. 25 лет. 25 лет в этой камере из-за этой лжи. Есть еще кое-что, что ты должен знать. Продолжалось письмо Зинаиды Петровны. Дом, который ты построил с таким трудом, больше не существует. Михаил продал его много лет назад. По словам Артема, его отец растратил все деньги на плохие инвестиции и азартные игры. Теперь они живут в маленькой съемной квартире на окраине города. Я почувствовал ком в горле. Мой дом, который я строил кирпич за кирпичом 20 лет, который представлял каждую каплю пота, каждую жертву, проданный сыном, который меня предал. Степан, я хочу тебе помочь. Думаю, что после стольких лет заслуживаю знать всю правду. Если ты готов мне ее рассказать, возможно, мы сможем найти способ очистить твое имя. Ради Артема. Этот мальчик заслуживает знать, кто его дедушка на самом деле. Я закончил читать письмо со слезами на глазах. Впервые за 25 лет кто-то вне этих стен был готов выслушать мою версию. Кто-то важный из прошлого начинал сомневаться в Михаиле. В тот же вечер меня посетил адвокат Владимиров. Его выражение было более оживленным, чем при нашей первой встрече. «У меня есть новости, гражданин Волков», — сказал он, садясь напротив меня в комнате для свиданий. «Я расследовал ваше дело, и есть кое-что интересное. Оригинальные документы строительной компании «Строймонтаж» все еще существуют. Они хранятся в архиве суда, но мы можем запросить к ним доступ. «И это нам поможет?» — спросил я, стараясь не слишком обнадеживаться. «Потенциально, да. Если ваш сын подделал вашу подпись, как вы утверждаете, современный криминалистический анализ мог бы это доказать. Нынешние методы могут обнаружить давление, углы и узоры, которые было невозможно проанализировать 25 лет назад. Впервые надежда казалась имеющей реальную, осязаемую основу. «Есть еще что-то», — добавил Владимиров, понижая голос. Я связался с бывшим сотрудником строительной компании «Строймонтаж» Романом Викторовичем Гузеевым. Он работал в бухгалтерии, когда произошла кража. «Я его помню», — сказал я, пытаясь визуализировать человека. Худощавый, тихий парень. Он сейчас на пенсии, но говорит, что помнит некоторые нарушения в записях того времени. Вещи, которые показались ему странными, но о которых он никогда не упоминал, потому что боялся потерять работу. Какие нарушения? Операции, которые не сходились, записи о материалах, которые не совпадали с реальными покупками. Гузеев считает, что кто-то в компании уже давно отводил деньги до большой кражи, и у него есть подозрение, кто это мог быть. Мой мозг работал на полную мощность.
Возможно, Михаил крал месяцами до большого удара, что кража 3 миллионов была лишь кульминацией гораздо более сложного плана. «И он готов говорить сейчас, после стольких лет?» — спросил я. «Он болен, гражданин Волков. Рак в последней стадии. Говорит, что хочет привести дела в порядок перед уходом». Я кивнул, прекрасно понимая это чувство. Когда смерть приближается, ложь становится слишком тяжелой. «Однако есть проблема», — продолжил Владимиров. «Чтобы пересмотреть ваше дело, нам нужно больше, чем подозрения и расплывчатые воспоминания. Нам нужны конкретные доказательства, а ваш сын был очень осторожен в стирании своих следов. Что вы предлагаете?» «Чтобы мы следовали 2 параллельными путями. Я попытаюсь получить доступ к оригинальным документам и поговорить с Гузеевым для получения письменных показаний под присягой. Тем временем вы должны поддерживать контакт с внуком и с Зинаидой Петровной Киршиной. Если Михаил лгал так долго, вероятно, он делал ошибки, противоречил себе в какой-то момент. Артем мог бы стать ключом к обнаружению этих противоречий». Я кивнул, думая о письме, которое должен написать внуку. Сколько я мог ему открыть, не ставя его в невозможное положение перед отцом? Как завоевать его доверие, не разрушив его мир? «И еще кое-что, гражданин Волков», — добавил Владимиров, собирая свой портфель. «Я говорил с судьей Исааком Петровичем Монаховым о вашем деле. Он известен тем, что пересматривает старые приговоры, когда появляются новые доказательства. Он готов нас выслушать, если мы получим что-то существенное. В ту ночь, сидя в своей камере, я написал 2 письма. Первое. Зинаиде Петровне, рассказывая ей всю правду, каждую деталь, которую мог вспомнить о тех роковых днях. Объяснил, как Михаил быстро продвинулся в строительной компании благодаря образованию, как завоевал доверие владельца и как в итоге исчезли деньги. Рассказал о моменте, когда милиция пришла в наш дом, как они нашли деньги под полом в моей комнате, в тайнике, о существовании которого я не знал. Рассказал о суде, как государственный защитник едва удосужился меня защищать, как судья уже вынес свой вердикт, не выслушав мою версию. Второе письмо было для Артема, его было гораздо труднее писать. Я не мог рассказать ему всю правду. Еще не время. Но я также не хотел продолжать поддерживать ложь Михаила. «Дорогой Артем», — писал я наконец, — «мне очень приятно узнать о тебе и что ты интересуешься нашей семейной историей для школьного проекта. Правда всегда важна, хотя иногда она болезненна или сложна». Я остановился, тщательно обдумывая следующие слова. «Ты спрашиваешь о том, что произошло. О том, почему я здесь. Версия, которую ты знаешь, неполная, Артем. Это была непростая кража материалов, которая привела меня в это место. Это было что-то гораздо более серьезное и сложное, что касается людей, которых мы оба любим. Это было максимально близко к правде, не обвиняя напрямую Михаила. Есть кое-что, что ты можешь сделать для меня, если действительно хочешь помочь с проектом. Поговори с Зинаидой Петровной Киршиной. Она была там, когда все произошло. Спроси ее конкретно о ночи перед моим арестом. Спроси ее, кто пришел домой с большим чемоданом. Эта деталь может показаться незначительной, но она важнее, чем ты думаешь. Я надеялся, что Артем поймет намек, что начнет сомневаться в версии отца.
Мне также хотелось бы, чтобы ты поговорил с человеком по имени Роман Викторович Гузеев. Он был бухгалтером в строительной компании, где работали твой отец и я. Возможно, он сможет предложить тебе другую перспективу для проекта». Это было рискованно — упоминать Гузеева. Если Михаил узнает, он может попытаться заставить его замолчать до того, как тот поговорит с Артемом. Но мне нужно было, чтобы мой внук услышал другие версии, чтобы он начал собирать головоломку самостоятельно. Что касается встречи со мной, мне бы очень хотелось познакомиться с тобой лично, Артем. Есть процедура, которой ты должен следовать для получения разрешения. Поговори с Зинаидой Петровной. Она может тебе в этом помочь. Твоему отцу не обязательно знать, если это облегчит дело. Я закончил письмо словами любви к внуку, которого никогда не видел, но который уже занял важное место в моем сердце. Надеялся, что Артем будет достаточно смелым и проницательным, чтобы последовать подсказкам, которые я ему оставлял. Ответ пришел быстрее, чем я ожидал. Всего через 3 дня Семенов передал мне конверт с уже знакомым почерком Артема. «Дорогой дедушка», — начиналось письмо, — «я поговорил с Зинаидой Петровной, как ты предложил. Она рассказала мне кое-что очень странное. Говорит, что четко помнит, как именно мой отец пришел той ночью с большим чемоданом. Не ты, но папа всегда говорил мне, что это ты пришел поздно и вел себя подозрительно». Сердце забилось быстрее. Артем начинал видеть противоречия. Я спросил папу об этом, и он очень разнервничался. Сказал, что Зинаида Петровна старая и путается в воспоминаниях, что она смешивает события. Но она совсем не кажется путанной, когда говорит о тебе. На самом деле она очень подробно помнит, как ты строил наш дом, как работал даже по воскресеньям, чтобы закончить еще одну комнату. Я грустно улыбнулся. Тот дом представлял каждую жертву, которую я принес, каждый дополнительный час работы. А теперь его больше не существовало. Я также пытался связаться с господином Гузеевым, но пока не нашел его. Папа говорит, что он умер много лет назад, но Зинаида Петровна думает, что он может быть еще жив. Возможно, в Казани, где у него есть родственники. Я нахмурился. Очевидно, что Михаил пытался помешать Артему поговорить с Гузеевым. Это только подтверждало, что бухгалтер знал что-то важное. Что касается посещения тебя, Зинаида Петровна объяснила мне процедуру. Мне нужно разрешение ответственного взрослого, поскольку я несовершеннолетний. Она предложила сопроводить меня. Мы могли бы приехать в следующую субботу, если тебе подходит. Я пока ничего не говорил папе. В последнее время он очень странный, очень нервный. Думаю, у него проблемы с деньгами. Он продавал вещи из дома, даже коллекцию старинных часов, которые, по его словам, принадлежали моему дедушке по материнской линии. Старинные часы. У меня никогда не было такой коллекции. Еще один обман Михаила. Последнее. Я нашел старую коробку в шкафу папы. В ней старые документы, фотографии, чеки. Я просматриваю ее понемногу, когда его нет дома. Возможно, найду что-то полезное для понимания нашей семейной истории. Письмо заканчивалось обещанием Артема навестить меня в следующую субботу. Мой внук брал инициативу в свои руки, расследовал самостоятельно. Гордость, которую я чувствовал, смешивалась с беспокойством. Что сделает Михаил,
если обнаружит, что Артем копается в его прошлом. 2 дня спустя меня посетил неожиданный гость. Адвокат Владимиров пришел в сопровождении человека, которого я поначалу не узнал. Он был старше меня, худой до изможения, с бледностью говоривший о долгой болезни. Это был Роман Викторович Гузеев. «Гражданин Волков», — сказал Владимиров, пока оба садились напротив меня. «Позвольте представить вам Романа Викторовича Гузеева». Я пристально посмотрел на него, пытаясь найти в этом изможденном лице бухгалтера, которого знал 25 лет назад. Его глаза, однако, оставались теми же. Наблюдательными, внимательными, которые, казалось, регистрировали каждую деталь. «Роман Викторович», — пробормотал я, протягивая руку для рукопожатия. «Прошло много лет». «Слишком много», — ответил он слабым голосом. «Слишком много лет молчания о том, что должен был сказать в то время». Владимиров вмешался. Господин Гузеев согласился дать показания под присягой о нарушениях, которые он обнаружил в строительной компании «Строймонтаж», до кражи 3 миллионов. Гузеев кивнул. Михаил начал отводить деньги за 6 месяцев до большой кражи, Степан Михайлович. Сначала небольшие суммы, потом более значительные. Я вел книги, видел цифры, которые не сходились, но господин Маркелов слепо доверял ему, а мне нужна была работа. «Почему ты решил говорить сейчас?» — просил я, хотя уже догадывался об ответе. «Я умираю», — ответил он без обиняков. «Рак поджелудочной железы. Последняя стадия. У меня 2 месяца, может, 3, и я не хочу уйти, унеся с собой эту правду». Я кивнул, уважая его решение. «Есть еще кое-что», — добавил Гузеев. Михаил действовал не один. У него был сообщник внутри компании, кто-то, кто помогал ему подделывать документы, создавать фальшивые счета. «Кто?» — спросил я, удивленный этой новой информацией. «Леонид Маркелов», — ответил Гузеев, — «сын владельца». Откровение оставило меня безмолвным. Сын владельца был замешан в краже. Это объяснило бы, почему расследование так быстро сосредоточилось на мне, потому что никто не подвергал сомнению версию Михаила. «У тебя есть доказательства этого?» — спросил Владимиров, всегда практичный. «У меня есть копии некоторых документов, которые я сохранил как страховку», — ответил Гузеев. Поддельные счета с подписью Леонида, электронные письма между ним и Михаилом, обсуждающие корректировки в бухгалтерских книгах. Этого было недостаточно для прямого обвинения, поэтому я их никогда не использовал. Но теперь, в сочетании с моими показаниями, и если мы получим оригинальные документы для криминалистического анализа, мы могли бы пересмотреть дело, закончил Владимиров с блеском надежды в глазах. Пока Гузеев и Владимиров обсуждали юридические детали, мой разум был занят мыслями об Артеме. Мой внук будет здесь через 3 дня. Наконец-то я встречусь с мальчиком, который носит мою кровь, который начал распутывать паутину лжи, сотканную его отцом. И я также думал о Михаиле, о сыне, который пожертвовал собственным отцом ради денег, сыне, который теперь, по-видимому, растратил все свое нечестно нажитое состояние. Что он сделает, когда обнаружит, что мы идем по следу правды? Как далеко он зайдет, чтобы защитить свою ложь? Ответ на этот вопрос меня ужасал, потому что я знал своего сына лучше всех и знал, что загнанный в угол Михаил был способен на что угодно.
Суббота наступила медленнее, чем когда-либо. Я проснулся до рассвета не в силах спать от волнения и нервозности. Сегодня я встречусь с внуком. Сегодня впервые увижу лицо Артема. «У тебя свидание в 11, Волков», — сообщил мне Семенов во время завтрака. «Похоже, сегодня особенный день. Мой внук приезжает сегодня», — ответил я, не в силах скрыть волнение. «После 15 лет я, наконец, его увижу». Семенов улыбнулся. Он был одним из немногих охранников, которые относились ко мне как к человеку, а не как к номеру в системе. «Рад за тебя. Ты заслуживаешь что-то хорошее после стольких лет». Часы тянулись мучительно медленно. Я пытался читать, но не мог сосредоточиться. Мой разум был полон вопросов. Будет ли он похож на меня? Будет ли у него тот же серьезный взгляд, который был у Михаила в детстве? Что именно рассказал ему отец обо мне? В 11:15 меня провели в комнату для свиданий. Посадили за один из центральных столов, и я ждал, сердце билось так сильно, что я боялся, что оно выскочит из груди. И тут я их увидел. Зинаида Петровна Киршина, более постаревшая, чем я помнил, но с тем же добрым взглядом. А рядом с ней высокий худощавый мальчик с моим квадратным подбородком и моими глазами, теми самыми глазами, которые смотрели на меня из зеркала каждое утро. Артем, мой внук. Я встал, слегка пошатнувшись. Мальчик остановился на мгновение, изучая меня, наблюдая с той же интенсивностью, которая напоминала мне самого себя. Затем он решительно шагнул вперед и, к моему удивлению, крепко обнял меня. «Дедушка», — просто сказал он, и этого слова было достаточно, чтобы прорвать плотину эмоций, которые я сдерживал столько лет. Мы втроем сели за стол, Зинаида Петровна с взволнованной улыбкой, Артем, все еще изучающий меня внимательным взглядом, который, казалось, не упускал ни одной детали. «Ты очень похож на свою бабушку», — сказал я, наконец, нарушая молчание. «У тебя такое же выражение лица, когда думаешь». «Правда?» — удивился Артем. «Папа никогда не говорит о ней. Говорит, что это слишком болезненно. Твоя бабушка Марина была необыкновенной женщиной», — вмешалась Зинаида Петровна. «Сильная, трудолюбивая, с большим чувством справедливости. Она умерла, веря в то, что я виновен», — добавил я с горечью. «Это то, что больше всего болит во всем этом». Артем кивнул, словно обдумывая каждое слово, каждый жест. «Дедушка, я расследую для школьного проекта. Говорил с разными людьми из старого района, не только с Зинаидой Петровной. Никто, похоже, не верит, что ты способен на кражу. Все помнят тебя как честного, трудолюбивого человека. Таким я и был, таким остаюсь. А еще я нашел кое-что в той коробке, о которой писал», — продолжил Артем, понизив голос и оглянувшись, чтобы убедиться, что ни один охранник не стоит достаточно близко, чтобы услышать. «Старые фотографии, документы. И вот это». Он осторожно достал из кармана сложенный пожелтевший листок и передал его мне под столом. Я осторожно взял его и развернул на коленях. Это была квитанция из турагентства, билет в Казахстан на имя Михаила Волкова, датированный днем после кражи. Папа всегда говорил, что никогда не пытался бежать, что остался, чтобы встретить скандал лицом к лицу, когда тебя арестовали, объяснил Артем. Но эта квитанция доказывает, что он планировал побег.
Вероятно, он изменил планы, когда милиция арестовала меня вместо него, завершил я. Увидел лучшую возможность. Остаться, унаследовать все мое и не преследоваться. Артем серьезно кивнул. Есть еще кое-что, дедушка. Я нашел старые банковские выписки. Большие суммы денег поступали и уходили со счета на имя папы в месяцы перед кражей. Слишком много денег для его тогдашней зарплаты. Я посмотрел на него с гордостью и удивлением. Мой внук был не только умным, но и храбрым. Он расследовал собственного отца, сталкиваясь с правдой, которая могла разрушить его мир. «Артем», — вмешалась Зинаида Петровна с беспокойством в голосе. «Твой отец знает, что ты здесь сегодня?» Мальчик покачал головой. «Я сказал ему, что иду в библиотеку исследовать для проекта. Он ничего не подозревает». «Ты должен быть осторожен», — предупредил я, чувствуя укол страха за него. «Михаил может быть непредсказуемым, когда чувствует себя загнанным в угол». «Знаю», — ответил Артем с зрелостью, не подобающей его 15 годам. Я видел, как он злится, когда я задаю слишком много вопросов. Поэтому начал расследовать самостоятельно. «Что еще ты обнаружил?» — спросил я, все больше впечатляясь внуком. «Искал информацию о Леониде Маркелове, как ты предложил в последнем письме. Теперь он живет в Самаре. Он важный бизнесмен, но интересно то, что он и папа до сих пор поддерживают связь. Я видел их вместе месяц назад. Они горячо спорили в кафе. Папа, казалось, что-то у него просил, почти умолял. Леонид Маркелов, сын владельца компании, соучастник Михаила. Если они все еще были в контакте, это означало, что они либо до сих пор вместе прятали украденные деньги, либо у Леонида была какая-то власть над Михаилом. «Есть еще кое-что», — продолжил Артем. Нашел несколько писем в коробке папы. Старые, но от кого-то, кто подписывается только как «Эль». В письмах говорится о нашем секрете и о том, чтобы все оставалось похороненным. Последнее письмо датировано всего 3 месяцами назад. Мой пульс ускорился. Леонид все еще шантажировал Михаила. Вот почему мой сын выглядел таким напряженным, почему продавал вещи из дома. «Артем, это очень важно», — сказал я серьезно. «Можешь ли ты сохранить копии всех этих документов? Безопасно, где твой отец их не найдет». «Уже сделал», — ответил он с гордой улыбкой. «У меня есть копии всего». Спрятал их у одноклассника, умный мальчик. Очень умный. Мы провели еще час, разговаривая. Артем рассказал мне о школе, о своих друзьях, о мечтах стать журналистом-расследователем. Я рассказал ему истории о его бабушке, о том, какой она была, когда была молодой. Зинаида Петровна добавляла детали, которые я забыл, и впервые за 25 лет я чувствовал связь с миром за пределами этих стен. Когда пришло время уходить, Артем снова обнял меня. «Я верну тебе справедливость, дедушка», — шепнул он мне на ухо. «Обещаю». Когда они ушли, я остался сидеть в комнате для свиданий, чувствуя смесь эмоций. Гордость за внука, которого я только что встретил. Надежду на то, что правда, наконец, может выйти на свет. И страх, глубокий, холодный страх за безопасность Артема. Потому что я знал Михаила. И знал, что когда он обнаружит, что его секреты раскрываются, он будет способен на все, чтобы их защитить. Даже если это означает причинить вред собственному сыну.
Продолжение следует. Часть 5. Кульминация. 2 недели после встречи с Артемом прошли в напряженном ожидании. Каждый день я ждал новостей, каждый день боялся, что что-то случилось с моим внуком. Адвокат Владимиров работал с документами. Гузеев подготавливал свои показания, а я молился, чтобы Михаил не обнаружил, что мы раскрываем правду. Мои худшие опасения подтвердились в среду утром, когда Семенов принес мне экстренное письмо. «Дедушка», — писал Артем дрожащими буквами, — «папа все узнал. Он нашел копии документов у меня в комнате. Сейчас он в ярости и говорит, что я предал семью. Он сказал, что мы уезжаем сегодня же. Навсегда. Не знаю, что делать. Боюсь». Кровь застыла в жилах. Михаил бежал и брал с собой Артема. Мой внук был в опасности. Я немедленно потребовал встречи с Владимировым. Через час он уже был здесь, с серьезным лицом. «Мой сын бежит с внуком», — сказал я без предисловий. «Нужно их остановить». «Уже звоню в милицию», — ответил Владимиров, доставая телефон. «Судья Монахов выдаст ордер на задержание Михаила для допроса. А пока что касается мальчика, он в опасности. Михаил может что угодно сделать, чтобы заставить его молчать». Следующие 2 суток стали самыми длинными в моей жизни. Милиция искала Михаила и Артема по всей области. Я не спал, не ел, только молился и ждал новостей. Новости пришли в пятницу вечером. Владимиров прибыл с нескрываемым облегчением на лице. «Мы их нашли», — сказал он. «Они были в мотеле под Казанью». Михаил пытался добраться до границы с поддельными документами. «Артем в порядке?» «Да, с ним все хорошо». Более того, он настоял на том, чтобы дать показания милиции. Рассказал им все, что обнаружил. А Михаил, наконец, сломался. Я смотрел на адвоката, боясь поверить. Когда его задержали с поддельными паспортами и всеми уликами, которые собрал Артем, он понял, что игра окончена. Признался во всем. Рассказал про Леонида Маркелова, про то, как они вместе планировали кражу, как он подделал твою подпись. Рассказал, где спрятаны оставшиеся деньги. Слезы потекли по моим щекам. После 25 лет правда, наконец, была признана. «А теперь что?» — спросил я дрожащим голосом. «Теперь судья Монахов пересматривает твое дело. С признанием Михаила, показаниями Гузеева и всеми документальными доказательствами твое освобождение — вопрос недель, не месяцев». Эпилог. 2 месяца спустя металлические ворота тюрьмы открылись, и впервые за 25 лет я вышел на свободу. Меня ждали Артем, Зинаида Петровна и адвокат Владимиров. Солнце казалось ярче, воздух чище, а мир полным возможностей. Михаил получил 8 лет за мошенничество и подлог документов. Леонид Маркелов был арестован в Самаре и ожидает суда. Справедливость, наконец, восторжествовала. Государство выплатило мне компенсацию за незаконное заключение, но никакие деньги не могли вернуть потерянные годы. Однако у меня было кое-что более ценное. Внук, который верил в меня, когда весь мир считал виновным. Артем переехал ко мне. Мы сняли небольшую квартиру недалеко от его школы. Каждый вечер он рассказывает мне о своих планах стать журналистом, и я знаю, что он будет великолепным. Он уже доказал, что умеет искать правду, даже когда это болезненно. Иногда он спрашивает меня о Михаиле, о том, простил ли я его. Ответ сложный.
Я простил сына, потому что ненависть разрушает того, кто ее несет. Но некоторые раны никогда полностью не заживают. Предательство семьи оставляет шрамы, которые остаются навсегда. Но я научился смотреть вперед, а не назад. У меня есть внук, которого нужно растить, жизнь, которую нужно прожить. И каждый день свободы — это подарок, который я не принимаю как должное. Правда действительно освобождает. Но иногда на это требуется 25 лет и храбрость 15-летнего мальчика, который отказался принять ложь как истину.